Первым вопросом повестки дня парламентарии рассмотрели законопроект о ратификации соглашения между правительствами Абхазии и Сирии об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов. Документ направлен на дальнейшее укрепление взаимоотношений двух государств. Хотелось бы отметить очень хорошую, плодотворную работу абхазского посольства в Сирии и лично нашего посла, который принимал активное участие для того, чтобы такого рода соглашение было заключено между нашими странами. Ввиду этого предлагаю принять в первом чтении проект. К сожалению, пока это касается только паспортов дипломатических и служебных, но надеемся, что в скором будущем все-таки визовые ограничения между Абхазией и Сирией будут сняты для абсолютного большинства граждан Республики Абхазия. За данный законопроект депутаты проголосовали единогласно. Затем народные избранники приступили к рассмотрению инициированных президентом законопроектов, касающихся ужесточения мер за незаконное потребление электроэнергии. Проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики об административных правонарушениях представила начальник правового управления администрации президента Нателла Ломия. Проект предусматривает установление административной ответственности за незаконное присоединение к электросетям и осуществление деятельности по добыче криптовалюты. И, соответственно, установление мер административной ответственности будет зависеть от объема потребляемой электроэнергии. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях предлагают наложение административного штрафа в размере от 200 до 1000 минимальных размеров оплаты труда. В случае повторного нарушения также предусмотрен штраф в размере 50 МРОТ за каждый киловатт, но уже с конфискацией оборудования для добычи криптовалют. Другой законопроект предусматривает уголовную ответственность за незаконное потребление электроэнергии в целях добычи криптовалют свыше 1 мегаватта, а именно наказание в виде лишения свободы от 3 лет и конфискацию имущества. К данному проекту у парламентариев возникли вопросы. Как будет определяться объем незаконно потребляемой электроэнергии без приборов автоматического учета, кои мы предлагали включить в бюджет республики для данного учета? И третий вопрос уже к представителю суда. Как смогут судьи применять данные санкции? Что касается меры ответственности, дело в том, что на сегодняшний день в сфере осуществления деятельности по добыче криптовалюты отсутствует какая-либо ответственность, в связи с чем законопроекты были внесены президентом в парламент. Что касается меры ответственности в сфере электроэнергетики, была статья определенная, в которой мы предлагаем внести изменения. Что касается определения объема потребляемой электроэнергии, мы привязали объем потребляемой электроэнергии к подключенному соответствующему оборудованию. Абсолютно невозможно это определить. У нас есть поверхностные познания в энергетической сфере, даже они дают нам понимание того, что невозможно определить объем без приборов учета. Если мы с вами ведем вопрос о том, что речь идет о незаконном подключении соответствующем потреблении, то отсутствуют как раз таки приборы учета. Если отсутствуют приборы учета, то невозможно определить. По мнению депутатов, законопроекты, касающиеся ужесточения мер за незаконное потребление электроэнергии, нуждаются в доработке. На сегодняшний день уже в Кодексе об административных нарушениях есть статья 96 прим. 1. Да, здесь четко прописано самовольное подключение и использование электрической энергии. У коллег эти вопросы возникли. Почему? Или есть сегодня уже там те лица, которые были оштрафованы, скажем так, согласно этой статье. Мы вносим изменения в этот кодекс, да, меры будут там финансовые повышенные, да, например. Ну а вот 6 тысяч штраф сегодня действующий. Кого мы оштрафовали, понимаете? Вот эти вопросы возникают. В итоге оба законопроекта были приняты в первом чтении. На первом заседании весенней сессии депутаты также рассмотрели еще 2 законопроекта о внесении изменений в закон Республики Абхазия о выборах в органы местного самоуправления. Речь идет об изменении порядка голосования и регламентации нормативно-правового статуса избирательных комиссий городов, районов и сел. В частности, проект закона предлагает изменение статьи 9 посредством внесения новой части 6, устанавливающей, что избирательные комиссии городов, районов, сел и поселков обладают правом юридического лица. Вправе иметь печати, штампы, бланки установленного образца и счета в кредитных организациях. Проблема была такая у администрации городов, районов,
в бюджете заложено проведение выборов. Но получателями не могли выступать, юридического не было у них, статуса не было, чтобы получить деньги и провести выборы. Избирательная комиссия. Теперь никакого увеличения бюджета нету, никакой нагрузки нет, все то же самое, просто мы правовую форму им придали, больше ничего. Оба законопроекта были приняты во втором окончательном чтении. Кроме того, в повестку дня были включены еще два вопроса, касающиеся внесения изменений в расходную часть бюджета фонда репатриации. Утвердить в расходах бюджета репатриации на 2021 год социальная защита денежные средства в размере 50 миллионов рублей на финансирование расходов по выплате пособий по рождению третьего ребенка и последующих детей в соответствии с утвержденной государственной программой. Думаю, что в этом ничего плохого нет. Это те деньги, которые из фонда Асхара выделяются 100 тысяч рублей на рождение третьего и последующих детей. Более того, программа по данному проекту существует. Оба законопроекта были приняты во втором окончательном чтении. Также в рамках заседания сессии парламентарии обсудили вопросы, касающиеся пандемии коронавируса. Депутаты проинформировали, как были потрачены 2 миллиона рублей, выделенные парламентом на борьбу с COVID-19. Машина скорой помощи – 600 тысяч рублей. Лаборатория Центральной районной больницы города Сухум – 300 тысяч рублей. Инфекционная больница города Сухум – 195 тысяч рублей. Ачимчирская центральная районная больница – 195 тысяч рублей. Гудаутская санэпидемстанция – 200 тысяч рублей. Сухумская городская больница – 281 тысяча рублей. Гудаутская центральная районная больница – 226 тысяч рублей. Были собраны своего рода заявки от этих учреждений, в чем они нуждаются. Сейчас это сумма, конечно, не самая большая. Были приобретены. Особенно радует для гудаутской реанимации, сейчас название, если кому-то что-то сказать, маски СИПАП, в которых они остро нуждались, для Ачамчиры, для СЭС, одноразовые принадлежности, халаты, маски, то опять-таки в чем нуждались, насколько смогли, настолько и помогли. Приобретен компрессор для инфекционной больницы, который помогает работать ИВЛ-аппаратом. Сейчас начинается монтаж кислородной линии в Сухумской горбольнице, где уже заработала обсервационная, то есть еще одно учреждение запущено. На заседании сессии парламента депутат Алхаз Джинджулия также сообщил, что первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Ви» прибудет в Абхазию в феврале или марте. Гугу Савардания, Тимур Гогохия, Эльдар Дамиров. Абхазское телевидение.